Телевизионщик, с которым связана целая эпоха остинской журналистики. Человек-душа, журналист с большой буквы и мастер своего дела. Сегодня исполнилось бы 70 лет Олегу Дуеву. Автор и идейный вдохновитель множества программ. Он стал наставником для молодых энтузиастов мира телевидения. Под его чутким руководством они постигали азы профессии. Именно Олег Дуев стоял у истоков информационного вещания не только в Северной, но и в Южной Осетии. О творческом пути длиной в жизнь в материале Аланы Тумаевой. Наставник, шеф, друг, олицетворение доброты и профессионализма, ценитель поэзии и футбола, а для многих по-настоящему родной и близкий человек. Олега Дуева вспоминают многие, и каждый неизменно с теплотой, трепетом и любовью. Теплота, я бы сказал так, которая осталась после Олега, она не исчезла. Она часто вспоминается. Когда вспоминаю Олега, в первую очередь вспоминаю его теплоту. Очень душевный был человек. Очень душевный. О таких, наверное, говорят открытая душа. Человек, с которого фактически началось информационное вещание в Северной Осетии, задал темп работы на десятки лет вперед. Для него не существовало компромиссов, только правда, второго не дано. Олег Рамазанович был очень сопереживающим, чутким человеком, поэтому именно он первым освещал самые страшные, критические события для остинского народа. 91 год – конфликт с Грузией, 92-й – события в пригородном районе, в начале 90-х и события в Южной Осетии. Несмотря на всю его, казалось бы, мягкость, скромность, он был внутренне очень крепким и несгибаемым. Олег Рамазанович был автором и идейным вдохновителем множества программ. Он воспитал целое поколение настоящих журналистов и в каждого смог вложить не только главные профессиональные истины, но и умение по-особенному, по-дуевски смотреть на этот мир. Мечтать вопреки и неутомимо искать человека в человеке. Я помню всегда, когда бывали у него какие-то ответственные, моменты в жизни, он очень переживал, волновался, делился. Эта ответственность буквально за все. И за работу, и за окружающих. Он за всех переживал. Олега Рамазановича не стало на 63-м году жизни. 7 лет назад закончилась целая эпоха в североостинской журналистике, но осталась память. Память о человеке, который ни разу не изменил себе и своему сердцу мечтателя. Алана Тумаева, Хетак Плиев, Новости Осетии.